80-летию Победы городской фонд «Победа» представляет проект «Якутяне, труженики тыла в годы Великой Отечественной войны». Это первый портал для поиска и сбора информации о якутянах, которые стали надежным тылом для фронта. Наши деды и прадеды, города и села, совхозы и предприятия – все ковали великую победу. Наш долг сегодня – сохранить их трудовой подвиг новым поколениям. На портале подвигякутска.ру вы можете найти информацию о тружениках тыла, внести сами историю своих дедов и прадедов, дополнить исторические факты о великом подвиге якутян. Якутяне – труженики тыла. Увековечим имя каждого. Мы рады вас приветствовать сегодня на пресс-конференции, посвященной проекту города Якутска «Якутяне. Труженики тыла». Это первый проект для поиска и сбора информации о всех тружениках тыла, наших дедах и прадедах, которые наравне с фронтом ковали победу. На открытом портале подвигякутска.ру каждый горожанин может найти информацию о своем близком человеке, добавить о нем воспоминания, фотографии и награды. Также в случае отсутствия имени родного и близкого в реестре портала можно добавить свои воспоминания. Кроме того, на портале имеется информация о предприятиях Якутска, тружениках тыла, которые сделали свой весомый вклад в достижение победы. Представляю вам членов авторского коллектива, руководитель проекта, советник главы города Якутска Сергей Михайлович Сергеев. Старший научный сотрудник СОРАН, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Пантелеймон Пантелеймонович Петров. Краевед, ответственный секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Васильевич Яконов. Также сегодня с нами участники, те, кто на портале нашел данные о своих предприятиях, родных, близких. Это директор средней общеобразовательной школы номер 9 имени Кершенгольца Черных Нина Петровна. Ученик 11 В класса средней общеобразовательной школы номер 17 Борисов Константин. Проект инициирован главой города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым и имеет истоки еще с 2020 года, когда наша столица подавала документы на почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом нам расскажет руководитель авторского проекта, советник главы города Якутска Сергей Михайлович Сергеев. Добрый день. Вот так официально мы начали. Хотя это проект совсем не официальный, проект посвящен памяти. Проект посвящен в первую очередь тем людям, которые ходили по нашему городу, ходили вот по этим улицам, жили в нашем городе, дышали этим же воздухом и ковали победу в тылу. Все это посвящено им. Это и есть наша память. Только за счет этого в первую очередь будет жить наш город. 15 ноября 2022 года президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович подписал указ о присвоении нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». Это большая честь, и для наших горожан это большая дань уважения тем людям, которые жили в нашем городе. Когда мы готовили документы к этому событию, помимо большого сбора различных документов, мы попали в Национальный архив Республики Саха-Якутия, где смогли найти в архивах в 60-й папке Национального архива наградные документы жителей города Якутска, представленных к награде за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Тогда мы собрали чуть больше 4000. Эти документы остались, и в преддверии 80-летия Победы по инициативе Евгения Николаевича мы еще раз обратились в Национальный архив, подняли все, что там имеется. Они провели колоссальную работу, оцифровали это дело, хорошим сканером перевели, оцифровали, да, перевели в цифру. Нам удалось собранные ими, оцифрованные ими документы за 3 месяца перевести в цифру.
И мы получили на сегодняшний день на сайте 11 200 записей всего. Мы все 11 тысяч разместили в алфавитном порядке и дали по алфавиту. Давайте откроем любую букву и откроем любую фамилию. Под каждой фамилией мы прикрепили архивный документ, подтверждающий факт награды медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. У нас Национальный архив представил два вида документа. Это список представленных к награждению и акт о вручении медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Я вам напомню, что медаль данная была учреждена в начале июня 1945 года, сразу после победы. Месяца не прошло. И уже в августе, в середине августа, Президиум Верховного Совета СССР утвердил положение и начали вручать эти медали. Всего до 80-го года было вручено порядка 16 миллионов медалей по Советскому Союзу. Для нас это явилось основным фактором отбора наших жителей нашего города для того, чтобы мы вычислили их имена. Из 11 тысяч фамилий, которые есть, они собирались еще раз по списку представленных к награждению и по акту вручения. У нас получилось порядка, сейчас я вам скажу, 2048 дублей. То есть человек есть и там, и там. Оригинальных записей на сайте на сегодняшний день жителей Якутска, а я вам напомню, что в 1944 году в городе Якутске жило чуть больше 50 тысяч человек, оригинальных записей 9222 фамилии. Каждая подтверждена архивным документом. Кроме того, когда мы смотрим список представленных, он обязательно по утвержденной форме положения к медали указывалось сведения о месте работы и о должности. Используя эту графу в архивных документах, мы смогли систематизировать предприятия по месту работы, людей по месту работы. Давайте откроем наше предприятие. У нас сегодня получился список из 315 предприятий, которые мы, как будем говорить современным языком, рандомно сгруппировали. И у нас получилась такая вещь. 7 аптек, 17 детских садов, 20 учреждений здравоохранения, 18 колхозов, наркоматов 12, министерств 14. Дело в том, что награждение началось с 1945 года, и мы работали с документами по 1949 год. А в 1946 году наркоматы были переименованы в министерство, поэтому есть и наркомат, и министерство. Вот такая вот двоякая ситуация. 25 школ. По каждому предприятию, которое вы видите за моей спиной, можно увидеть список сотрудников, которые работали на этом предприятии, или точнее представлены от имени этого предприятия. При этом есть некоторые проблемы. 451 фамилия у нас без места работы, мы не смогли идентифицировать. Кроме того, вот я свою шпаргалку подглядываю, порядка 198 фамилий мы не смогли прочитать либо фамилию, либо имя, либо отчество, либо сокращено, но мы оставили все равно это в реестре. Это проблема не героя, который жил на территории нашего города, это наша проблема, то, что мы не прочитали. Это наша проблема. Ну вот по предприятиям. Есть очень много интересных фактов, допустим, я несколько раз уже говорил, когда занимался этими документами, все мы знаем Авдееву Фаину Иннокентьевну, почетный житель города Якутска, бессменный директор Дворца пионеров.
мы видим ее в двух списках, представленных к награде. В 1946 году она представлялась как пионер-вожатая по 7-й школе с одной характеристикой. В 1948 году она представляется как секретарь обкома ВЛКСМ по работе со школами. Тоже представляется к этой награде. К сожалению, у праотцов наших не все было в порядке с документооборотом. Вернее, были, ну, скажем так, грешки. Но, тем не менее, фамилия есть. Деда родного нашел. Кто-то из двоюродных посадил на сайт. Ну вот так. К вопросу, наверное, позже перейдем. Да, конечно. Сейчас мне хотелось бы слово предоставить старшему научному сотруднику САРАН, кандидату исторических наук, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия Пантелеймону Пантелеймоновичу Петрову. Еще 10 лет назад мною была издана книга «Город Якутск. Годы Великой Отечественной войны» тиражом 1000 экземпляров, которая быстро разошлась. И очень отрадно, что сейчас современные технологии позволяют нам донести до молодых, ну и для горожан, для жителей республики о трудовом подвиге горожан, жителей города Якутска. Годы войны с 1945 по 1945 годы в Якутске проживало в основном 53 тысячи человек. Из них 12 тысяч человек это трудились на предприятиях, организациях и других учреждениях народного хозяйства. И вот они, эти 12 тысяч человек, несли основную нагрузку того, что выпало на их плечи. Это помощь, всемирная помощь фронту, подписка на займы, на военные займы, подписка на облигации, сбор теплых вещей, помощь детям военнослужащим. Работники медицинских учреждений сами собирали тоже деньги на постройку эскадрильи санитарных самолетов под названием «Медработник Якутии». Школьники тоже собирали деньги на строительство танка «Школьник Якутии». И вот сейчас я занимаюсь выявлением архивных документов, которые рассказывают о тех суровых буднях, о тех суровых годах времен войны. Но они, знаете, эти документы заполнены очень таких некачественной бумаге. Текст, содержание этих документов затухает. Наверное, где-то еще через 10-15 лет их будет очень трудно читать. Даже вот сейчас мы можем посмотреть, вот видите, вот совершенно такой вид документа. В этом документе вы найдете материалы, статистику о численности населения города Якутска, о численности трудящихся предприятиях и сколько они внесли в фонд обороны. Еще в августе 1941 года поступила телеграмма от Центрального комитета партии с объявлением о создании фонда обороны. Поддержка инициативы патриотического подъема народов
Советского Союза об оказании всемирной помощи фронту. И 5 августа 1941 года первый секретарь Якутского обкома партии Ион Лукич Степаненко отправил циркулярное письмо райкомам, горкомам о создании фонда обороны, о целях и задачах этого фонда. Как собирать, как подписывать займы, деньги, вещи, помощь фронту. Вот. Ну и остальные документы, можно так сказать. Вот копии, справка о помощи фронта трудящихся с 41 по 43 год. Сводные сведения о поступлении денег, облигаций, драгоценных металлов, других товаро-материальных ценностей Фонд обороны по Якутской АСР на 25 ноября 1941 года. Уже вот это всего несколько месяцев начала войны, а уже горожане вносили свои драгоценности, золото, серебро, украшения. Вот. Есть материалы, сведения об участии лесников Ленского бассейна в укреплении фонда обороны. Дальше есть сценарий прохождения колонны медицинских работников города Якутска первомайской демонстрации трудящихся 1942 года. Вот. Телеграмма Якутского обкома партии, СК партии о снижении заданий на подписку военного займа за 1942 год. И вот Наркомат финансов республики поступила телеграмма о плановом сборе подписки на военные займы 1942 года на 56 миллионов рублей. И тогдашний нарком финансов Василий Алексеевич Протодьяконов, впоследствии он народный писатель Якутии, он понял, что эта цифра произвольно взята, произвольно, с потолка взятая сумма, неподъемная для республики. И он обратился с письмом секретарю Якутского обкома партии Степаненко. И Степаненко понял все это и отправил письмо в Центральный комитет о снижении вот этой суммы подписки. Но он же там же пишет, что если 3 года вот колхозы республики не получали доходов на свои трудодни, вот, в прошлом году, то есть в 1942 году, еле собрали 52 миллиона и не добрали 500 000 рублей. Вот. 56 миллионов не могут, они не можем, мы, трудящиеся республики, не могут внести вот это. И остаточную сумму, 6 миллионов рублей, переложить на горожан. Таким образом, городские и Алдан, и Якутск, и другие, Вилюйск, Алекминск, и вот они, на них вот дополнительно выпала вот такая нагрузка. Дальше вот есть призыв руководства Якутской АСР воинам Красной Армии на разгром немецко-фашистских захватчиков. Это 1942 год. Телеграмма военному комиссару тыла Красной Армии Воюкову об отправке эшелона подарков трудящихся республики. Первый эшелон был отправлен 17 марта 1942 года. Всего было отправлено сколько эшелонов? Всего было отправлено 4 эшелона на фронт.
Записка о поступлении средств в фонд подарка бойцам Красной Армии. Ведомость теплым вещам, отправленных жителями ЯСР бойцам Красной Армии. Это тоже 42-го года. Ну, там можно найти такие сведения. Люди передавали на склад своих вещей. Это теплые вещи, вплоть до носков, полушубок, рукавиц, шапок. Хотя по суровости климата Якутия, конечно, сами знаете, как жители вот делились вот такими своими вещами необходимыми. Есть еще материалы, которые освещают о научной деятельности Якутского педагогического института. То есть с года войны не прекращалась научно-исследовательская работа. Велись раскопки, археологические раскопки под руководством Окладникова Алексея Павловича. Вот. В 1942 году в марте организовали научно-практическую конференцию. И удивительно то, что конференцию начали в 7 часов вечера, после рабочего дня, и продолжили в воскресенье. Вот. А сами знаете, еще в годы войны общественный автотранспорт не работал. Вот. Приходилось добираться домой пешком в темноте. Вот. Ну, работа по выявлению архивных документов продолжается. Работа эта очень трудоемкая, потому что материалы времен войны, они раскиданы, разбросаны по разным фондам, по разным делам. Так что, но материалы эти, они своим дыханием времени, включающих тех событий, вот, они и являются для нас дорогими. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Пантелеймон Пантелеймонович. Сейчас я хочу слово передать краеведу, ответственному секретарю Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Васильевичу Дьяконову. Да, дело в том, что когда началась война, по всему Советскому Союзу вышло военное положение, и поэтому среди жителей, которые жили в ТУ, у всех практически были конфискованы радиоприемники, да? Оставались только громкоговорители, которые вы видели по телевизору, да, это большая такая вот черная громкоговоритель, только их можно было слушать. Все остальные радиоприемники были конфискованы, в том числе было запрещено заниматься и фотографированием. На тот момент разрешалось фотографировать только специальным корреспондентам аккредитованным, это газета «Социалистическая Якутия», это КИМ, и, собственно, только фотолаборатории. И поэтому вот здесь вот у нас идут снимки, первоначально это снимки довоенные, это преддверие войны, потому что наш и Советский Союз, и, собственно, наша Якутская ССР, она готовилась к войне. То есть была программа такая, которая называлась не всеобыч, а всеобыч, это всеобщее военное обучение. То есть там готовили, собственно, подготовка была такая военная, это использовали, разбирали автоматы, винтовки, которые были, гранаты, вот у нас летние, да. В общем, фотографий достаточно очень много за этот период, которые были. То есть страна готовилась к войне, мужчины готовились к войне. Вот как видите, и женщины обязательно, потому что, как и сейчас, у нас медицинские работники тоже являются военно обязанными. Вот, пожалуйста. Ну и вот всем нужно уже тоже известно, что у нас до 30-е годы, 20-е годы работала Якутская национальная военная школа, которая готовила будущих офицеров для Красной Армии.
Вот у нас было и освоение химии, летчиков, и вот подготовка. Это стадион Туймада у нас нынешний, тогда еще она называлась Медик, то есть и Спартак больше известный. Ну вот одна из самых таких вот прекрасных работ Михаила Михайловича Носова – это «Военная мощь СССР». Вот в таком виде, вот как кто вот помнит, наверное, все документальные фильмы до 30-х годов, что вот Советский Союз, его военная мощь, она огромная и может дать отпор любому врагу. И вот примерно вот тоже у нас наши художники готовились, то есть это была агитация. И вот, собственно, началась война. И поэтому у нас здесь получилось так, что почему у нас за вот и 5 лет того назад, и несколько лет того назад, и 10 лет того назад очень мало фоторабот, связанных именно с Великой Отечественной войной именно в городе Якутске. Потому что каждая фотография, она проходила цензуру. И вот самые знаменитые фотографии, вы ее знаете, это наш призывной пункт. Эта фотография, она самая распространенная у нас в городе Якутске, вообще в республике, она есть на всех сайтах. Вот это тоже известно. Но вот уже начинаются не совсем известные фотографии, потому что на тот момент, еще раз говорю, каждая фотография, она проходила, чтобы она издавалась, чтобы она появлялась в печати, и вообще чтобы их рассматривали, она проходила через так называемое Литгиз, то есть это была литературная такая организация, которая проводила цензуру, потому что город Якутск, вы сами понимаете, у нас был здесь штаб, да, авиаперегонной дивизии Алсиба, и поэтому, чтобы на тот момент не показать наши какие-то объекты стратегические, вот такие были правила. И поэтому вот на этих фотографиях у нас в основном изображены именно труженики. Да? Именно труженики, потому что это были труженики, это те люди, которые ковали эту победу в нашем тылу. Вот эти фотографии тоже известны. Ну вот у нас, допустим, Демин Василий Алексеевич, да, кузнец Якутской машинно-транспортной станции. Дело в том, что вот эти все фотографии, они сейчас на данный момент хранятся в фондах Якутского краеведческого музея имени Емельяна Ярославского. И вот благодаря собственно, нашей деятельности, благодаря этому сайту мы заключили договор о том, что они возьмут эти папки 41, 42, 43, 44, 45 года, и мы начали их активно сканировать. Работа эта тоже непростая, потому что их надо аннотировать. Потому что на каждой фотографии, если, допустим, есть просто мастерские, то есть такое понятие, что появляются даже фамилии. Вот Чувашов Владимир Нестерович, начальник кожевенного цеха. То есть вот эти фотографии, они на самом-то деле для широкой публики публикуются впервые именно на нашем сайте. На данный момент у нас их более 200 этих фотографий. И дело в том, что эта работа еще не заканчивается. Еще примерно столько же есть фотографий. Они все как раз связаны с нашими тыловыми работниками. И многие из этих фотографий, они именные. Вот, допустим, Перелыгин Семен Петрович, стахановец за работой в 40-е годы. Неизвестно, почему пишем 40-е годы, потому что вполне возможно, этот снимок сделан либо в 41-м, либо в 42-м, либо в 43-м году. И поэтому, как принято, мы пишем именно 40-е годы. Нужно понимать о том, что на тот момент в городе Якутске самая такая большая организация, большое предприятие, это был ВОРП, то есть Ленинское речное пароходство, потому что навигация была, это наша основная была, магистраль вообще для обеспечения на республике вывозили также отсюда. И также наша так называемая, сейчас называемая ТЭЦ, это теплоэлектростанция, а раньше называлась Якутская центральная электростанция. То есть само здание было еще построено в 30-е годы, и поэтому работников именно с ЯЦЭС очень много. Поэтому мы в ожидании именно наших коллег, которые нам подготовят материал, очень такой хороший, полноценный, именно от пресс-службы нашего ЛОРПа, и мы ждем эти фотографии. Якутской электростанции. В общем, фотографий очень много появилось, и самое главное, что теперь у нас все это заключено, у нас есть определенные правила, были заключены, что мы везде на каждой фотографии, чтобы они присутствовал, допустим, фирменный логотип Якутского музея. Поэтому на данный момент все, особенно школы, нужно
прекрасно понимаете, что сейчас идет активная подготовка для стендов, посвященных нашему городу Якутску. Нужно еще раз отметить, все-таки город Якутск – это город Якутск трудовой доблести. Да? И вот у нас здесь очень много фотографий, то есть все предприятия, которые, ну, не все там, ну, основные предприятия, это как вот, я же говорил, крупные предприятия, артели тогда их назывались, здесь были артели, они у нас присутствуют. Работа. Но есть такие, есть у нас более 300 предприятий, конечно, многих более мелких артелей, их, конечно, фотографий нету. Еще раз хочу отметить, что на данный момент, как бы вот эти фотографии, да, которые есть, на них изображены люди, это на самом деле люди-передовики или те люди, которые отличились своим трудом. Это в основном стахановцы, передовики, и, как правило, большинство из них были награждены уже после войны медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. В общем, сейчас я покручу быстренько. Ну вот еще нужно говорить о том, что дело в том, что работали не только предприятия, но работали еще и творческие люди. Очень активно работали в то время художники, якутские художники. Они готовили плакаты, адаптированные к нашей республике. Их тоже очень много, вы можете их тоже найти на нашем сайте. То есть у нас есть отдельная рубрика «Плакаты времен Великой Отечественной войны». Вот здесь более-менее интересная тоже вот фотография. Это у нас артель культура и вот игрушечный цех. То есть нехватка даже для маленьких детей этих игрушек, да, это игрушки, мебель, кожаную одежду, все делалось в Якутске. У нас работало и стеклозавод, потому что тоже нужно было стекло. Они готовили не только сами стекла оконные, но еще и изделия, это кувшины, подносы, вот такую кухонную утварь готовили. Работали парикмахерские, то есть работала типография очень активно, потому что нужно понимать, что главный информационный орган на тот момент это было радио и, собственно, газеты. Больше другого не было. В первую очередь это работала газета «Соц Якутии» и КИМ, которая обеспечивала всю информационную, так сказать, информационное поле в нашей Якутской ССР. И нужно говорить о том, что и во время войны-то на самом-то деле город не просто стоял, не просто не трудились, но и город строился. Основные те бараки, которые вы можете, ну, сейчас еще их уже нету практически, ну, допустим, авиагруппа, да, район. Кто вот помнит авиарайон, то есть он был полностью сделан, построен из домов барачного как бы стиля. А рабочий городок очень много строилось, в любом случае, но строились, естественно, они барачного типа, это строились дома. Но нужно понять, что еще был построен в годы войны, это кинотеатр центральный и школа номер 8. Ну, сейчас она называется классическая гимназия, но на тот момент она имела цифру номер 8. Активная работа, вот ТЭЦ, радио, все работало, то есть этих людей вы можете все это узнать, все посмотреть, то есть педучилище работало, выпускались учителя, проводились научно-практические конференции, было построено здание якутского, русского драматического театра, вот на этом же месте, где сейчас стоит каменный проспект Ленина, сначала оно было деревянное, оно тоже было построено в годы Великой Отечественной войны, то есть город жил своей, да, такой обыкновенной, нормальной, культурной, духовной жизнью и научной в том числе. Сейчас вот я дойду, в общем, фотографий очень много на самом-то деле, поэтому здесь надо вот сидеть, изучать. Ну вот и говорим, вот адаптированные, да, у нас вот выпускались плакаты. И эти плакаты у нас, они хранятся в фондах нашего Национального художественного музея. То есть вклад художников, он тоже был большой и огромен. То есть были карикатуры. И вот то, что мы говорим, да, вот одна из самых знаменитых работ народного писателя Носова Михаила Михайловича, вот она, ну, специалисты знали об этом, но для массовой аудитории это, конечно, было неизвестно. То есть она как бы у нас проходит во всех, это как натюрморт. Но правильное ее название «Вещи фронту». Эту работу он написал в 1942 году. Вот то, что говорил сейчас Пантелеймон Пантелеймонович, то, что сдавалось огромное количество вещей, в том числе личных, вплоть до вот таких вот носков, но и в том числе уходили вот наши ценности, именно материальные ценности, культурные ценности. Их тоже активно сдавали. Вот кто вот знает, кто вот у кого есть еще прабабушки. В общем, я вот вырос на том, когда вот в 80-х годах, в начале, мне постоянно бабушки говорили о том, сколько они серебра сдали
да, вот именно фонд Победы. То есть это как раз вот наши вот женщины, это серебряные изделия, это Илинкебегер, это браслет, это сюрях. То есть очень много было вещей было сдано. И вот эта картина об этом и говорит, да, вроде бы она художественная, но на самом-то деле замысел художника именно был в том, сколько вещей мы сдавали на фронт. Так, теперь вот я сейчас еще вот дойду, вот мы у нас уже все подходим к победе, и вот у нас тоже вот одна из таких работ, это сейчас мы сканируем, это негативы наших известных фотожурналистов, которые фотографировали именно парады побед ветеранов 60-е, 70-е, 80-е годы. Появляются вот такие прекрасные фотографии. Это фотографии известного фотожурналиста Владимира Доброхотова, но это все негативы. И мы из негативов делаем позитивы и, соответственно, их рассылаем. Вот снимок Айсена дойду. Ну, это известный тоже у нас писатель, поэт, он в свое время тоже активно занимался фотографией. Работали. И проблема у нас остается, видите, да, идентификация, да, вот этих вот ветеранов. Дело потому, что вот этот снимок он сделал был в 1985 году, и приходится просто пока называть их ветеранами. Но дело в том, что мы работаем как раз со специалистами Якутского института гуманитарных исследований, где с их специалистами мы их идентифицируем. Там есть ряд специалистов, которые непосредственно работают на тему Великой Отечественной войны. И здесь мы уже узнали, что вот, который находится в очках, это отец знаменитой специалиста Грязнухиной, как она вот уже определила его. И вот получается вот примерно вот такая работа. Вот появляются такие негативы, и мы их сканируем. И получается так, вот в одном из негативов Владимира Доброхотова вот пришла вот такая вот, проявилась вот такая фотография. Уже, конечно, после работы, которую мы провели, это казалось то, что вот держит, это капсула потомкам, которая была заложена в 1985 году в мае месяце у подножия вот этой нашей знаменитой стелы, где всадник. То есть обелиск войны якутяне. И вот пошла работа по идентификации, да, вот этих людей. Это было понятно, что вот в форме это знаменитый руководитель Института космофизтех проблем, это Шафер. Посередине вот седовласа это Канаев, это тоже журналист, он работал в свое время здесь, в Дом печати, он известный. Это знаменитая женщина Чапалова, она до последнего была участником всех парадов в городе Якутске. И вот появилась такая проблема, вот тот, кто держит эту капсулу, как Владимир Николаевич Доброхотов говорил, автор фотографии, ты говорит, первый руководитель Совета ветеранов города Якутска, говорит, я фамилию не помню. И вот нам пришлось поработать с газетой «Якутия Дейли», то есть газетой «Якутия», где был опубликован этот материал, и, собственно, нашлись, опять же, те родственники, которые смогли опознать этого человека. То есть вот тот, кто с капсулой стоит, это Тимофей Гаврилович Николаев. Ну, по крайней мере, так вот мы говорим. В общем, работа вот и очень много работ художников, да, наших якутских, которые выходило. В общем-то, и вот опять же мы не забываем, что использование, да, вот наших символов, да, символов города Якутска, наша надвратная башня, она Александр Васильевич, но вы используется. Спасибо. Не заинтриговали о том, что вы хотите проверить сохранность капсулы, да, в этом году? Дело в том, что вот у нас сейчас сидит председатель Якутского городского отделения в ААПИК, и совместно с ним, потому что я сам тоже являюсь этим, мы, конечно, планируем, как нас потеплеет, все-таки проверить, где она у нас закопана. Даже мы имеем право, мы консультировались, то есть эти капсулы времени можно выкопать, но обратно закопать, потому что там, дело в том, что в 1985 году ее закопали с условием, с тем, что нужно ее выкопать ее через 100 лет, то есть через 20 лет мы должны ее выкопать. Но, да, но дело в том, что мы как раз, вот, пользуясь этим случаем, вот, сидят юные корреспонденты, нужно будет напомнить через 20 лет, что эту капсулу нужно выкопать. Там как раз есть послание будущему поколению, и в этой же капсуле
есть списки тех ветеранов, которые участвовали в параде Победы в городе Якутске в 1985 году. То есть достаточно хорошая, ценная информация. И мы надеемся, что мы ее посмотрим, каково у нас состояние, обратно ее туда заложим, и чтобы уже через 20 лет будущее поколение ее выкопали торжественно и зачитали. Ну, посыл такой, молодежь не забудьте через 20 лет. Да, через 20 лет, потому что мы можем постареть к тому времени, бывает такое. Все может случиться. Забыть, да. Да. Спасибо большое, Александр Васильевич. Ну вот как рассказали наши авторы большой такой работы, которая проводится сейчас для увековечивания наших ветеранов тыла, наших дедов, прадедов. Те предприятия, вот более 300 сейчас в списке находятся, и большой весомый вклад в дело Великой Победы внесли также школы. И мне бы сейчас хотелось передать слово директору средней общеобразовательной школы номер 9, Черных Нине Петровне. Пожалуйста. Чем же занималась школа номер 9 в годы Великой Отечественной войны? Школа номер 9 была образована в 1920 году. И находилась она на улице Красноармейской, это ныне улица Орджоникидзе. Школа прошла длительный путь от начальной школы до средней школы. В 1943 году по 1954 год она стала мужской. Ребята называли ее 9-й гвардейской. И некоторые наши, даже многие наши выпускники так и называют ее до сих пор гвардейской школой. Подчиняясь требованиям военного времени в годы войны, учителя приступили к коренной перестройке учебно-воспитательного процесса. Коллективом 9-й школы был выдвинут лозунг «Улучшить успеваемость», который поддержали все школы республики. Все школы республики были охвачены социалистическим соревнованием. Что же входило в социалистическое соревнование? Первое – это улучшение успеваемости. Второе – это помощь в укреплении обороны страны. Третье – это сдача норм ГТО и БГТО. И в-четвертых, это улучшение массовой работы. Как уже сказали выше, о том, что школа продолжала жить своей жизнью. Значит, в эти годы школой руководили такие известные люди, как Романов Иван Михайлович. Значит, он тоже награжден медалью за доблестный труд. Значит, он работал в школе с 1941 по 1943 год, затем он ушел в педагогический институт. С 1943 года по 1946 год возглавлял школу Гелис Владислав Петрович, значит, который также был награжден медалью за доблестный труд. И вообще нужно сказать, что в годы Великой Отечественной войны награждены были не только эти два директора школы, но и еще, значит, вот по исследовательской работе мы обнаружили, значит, 7 человек. Из них 6 человек это были преподаватели, и одна уборщица школы, значит, была отмечена такой наградой. Среднюю школу номер 9 за годы войны закончила 97 человек. И посмотрите, какие интересные цифры. Начало войны, 41 год, заканчивает 29 выпускников, а в 45-м всего 10 выпускников. Многие наши ребята уходили из стен школы прямо с выпускного вечера. И учителя наши, в общем-то, приняли самое активное участие на полях сражений. В трудные годы войны средняя школа не только выполняла свою основную работу обучения и воспитания, но и активно помогала фронту. Вы дальше увидите целый список, он у нас остался. Ирина Прокопьевна, покажите его. Вот прямо от руки написан. Директор школы вел учет, там на 4 страницах указано, сколько школа номер 9 только отправлена. Но наша девятка продолжает поисковую работу. В поисковой работе приняли участие 137 семей учащихся с 1 по 11 класс. За сегодняшний день мы нашли 84 имени. Тоже пополняем. Я Борисов Константин Аялович, ученик 11 В класса школы номер 17, город Якутска. Благодаря проекту я стал подробно изучать жизнь своего дедушки
прадедушки, в первую очередь я обратился к своей маме, и мы начали смотреть семейные фотоальбомы, награды. И, честно признаться, я узнал о нем много нового, ведь раньше я знал о нем поверхностно. Так, моим воспоминаниям мы направили на портал, и сейчас он опубликован в воспоминаниях. Немного о нем. Мой прадед Топогаров Гаврил Семенович родился 1 января 1899 года и умер 15 октября 1987 году. В годы Великой Отечественной войны бригадир рыболовической бригады колхоза имени Свердлова, 4-й ТОС Вилюйского района. В 1943-1945 годы мобилизован на трудовой фронт Булунский рыбозавод в Тиксе. Мой прадедушка был вынужден оставить 6 детей супруги, когда был мобилизован Булунский районный рыбозавод. Благодаря прабабушке Марфе Алексеевне все они остались живы и встретили отца после трудового фронта. Вот такой был человек, который внес свой огромный вклад в достижение победы. Это память на века. Сейчас вот авторы готовы ответить на интересующие вопросы. И благодаря вам, дорогие коллеги, нам хочется донести до каждого жителя нашего города, чтобы тоже приняли участие по сохранению памяти. Да, пожалуйста. Здравствуйте, информагентство ТАСС, Юлия Бочкарева. У меня несколько вопросов. Хотелось бы узнать к 9 мая, что вы планируете презентовать именно у себя на сайте, что станет итогом данных, которые вы собрали на сайте. Возможно, планируете запустить выставку или выпустить книги. И вопрос к Александру Васильевичу. Можно ли понимать так, то, что фотоархив именно Якутска в годы Великой Отечественной войны как таковой вообще особенно официально не существовал? То есть вы планируете, возможно, бросать клич, возможно, жителям Якутска, чтобы они тоже приносили свои фотографии? Спасибо. Еще раз говорю, что на нашем сайте, то есть это не наша собственность, это собственность Краеведческого музея. Вот 90% всех вот опубликованных фотографий, они уникальны. То есть они впервые можно для широкой публики посмотреть здесь. Ну, так, по поводу, к чему мы подойдем к 9 мая. Основную часть мы закончили по выявлению списка горожан, которые были представлены в награде. Это первый этап, мы прошли, архивные документы закончили. Сейчас идет второй этап, мы собираем воспоминания по школам. Мы опубликовали 1000 воспоминаний, и у нас где-то вот на модерации порядка 1500 воспоминаний есть. И я думаю, к 9 мая мы подойдем к цифре, там вот несколько тысяч воспоминаний именно о тружениках тыла. Это вторая история. Третья история. Мы собираем историю вот этих предприятий, которые непосредственно работали в городе Якутске. Если мы благодаря Национальному архиву знаем более-менее персональный список людей, которые работали на предприятиях города, то по истории многих предприятий мы ничего не знаем. При этом понимаем, что есть прекрасные архивы, и мы только что видели архив 9-й школы, который должен быть на этом сайте, пока не представлен. По школам понятно, прекрасный музей есть управление образования города Якутска. По многим предприятиям есть музеи, в Орпе прекрасный музей. Большую краеведческую работу проводит хлебозавод, я был у них в гостях, у них издана прекрасная книга по истории хлебозавода на других предприятиях. Нашей задачей к 9 мая собрать максимальное количество историй предприятий, на которых работали наши жители. Что касается выставок, по школам у нас уже пошла эта работа. Мы сделали брендбук, разослали предприятиям, школам, по которым просим, рекомендуем, обращаемся с просьбой разместить стенды, выставки про тружеников предприятия, которые работали на предприятии. Меня зовут Афанасьева Татьяна, я ученица МОБУ СОЖ номер 31. Благодарим вас за вашу работу и хочу задать вопрос. Можно ли использовать иллюстрации портала? Еще так, наверное, ко мне. Да, обязательно, потому что у нас было требование, то есть те фотографии, которые уйдут в народ,
они все у нас обозначены логотипом Якутского краеведческого музея. Поэтому, собственно, для этого мы и делали. Чтобы данная вот информация в виде фотографий, она была у наших жителей города Якутска. Естественно. Только с условием о том, что не стирать вот эти логотипы и подписи, аннотации к этим фотографиям. Ничего не придумывать. Как есть, так и есть. Они уже готовы, собственно, к печати. Спасибо. Здравствуйте, я Прищепа Юлия, представляю 6-ю школу. У меня есть вопрос. На ваш взгляд, как можно привлечь больше внимания молодежи города Якутска к данному проекту? С интересными историями, интересными фактами, забытыми фактами историческими. У нас в школах существует во многих, более 30 школ, существуют прекрасные медиацентры. И мы очень надеемся, что сегодняшние ученики школ подключатся к этой работе по увековечиванию истории своих родственников. Поэтому, пожалуйста, в массы своими интересными подходами вы тоже можете нам помочь. Пожалуйста, Олег. Сергею Михайловичу, это первый вопрос. Это означает, что сегодня сказали, да, о том, что к вам могут присоединиться все музеи, маленькие музеи города Якутска. Потому что я вот знаю музей водоканала. Он очень хороший музей. Прекрасный музей, я знаю. Техникум связи. Ну, я просто перечислил. Просто мне надо ответить вот на вопрос. Всех зовете? Да, конечно. Проект это общегородской, это проект горожан. Все желающие, пожалуйста, собираем, просим, приглашаем, отправляйте информацию, готовы встречаться, приезжать, занимаемся этим проектом. Планируем максимально наполнить проект 9 мая, как подарок городу Дню Победы. Я также благодарю за то, что вы создали такой сайт, так как я сквер «Память поколений» сделал. Честно скажу, вот при всех, к этому скверу, к архиву никакого внимания не было, даже с городского музея. Я так просто и передаю, я передал у вас весь этот архив на ваш сайт. Там все имена есть, все есть. Но меня интересуют вот 2 последних у вас на сайте. Это памятники, если их включить, да? Я так понимаю, проект у вас не только включает людей, но и хочет показать город. Можно ли туда включить улицы города? Обязательно. В 2020 году мы же провели вот с городским отделением большую работу. И все названия улиц, названных в честь ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников, они у нас этот список есть. Поэтому просто нужно подождать чуть-чуть. Я вот хочу тоже и оргкомитету сказать. Дело в том, что на 9 мая этого года эта работа не закончится. Она будет продолжаться, потому что, как Сергей Михайлович говорит, эта работа очень увлекательная. С каждым разом появляются новые факты, их нужно, естественно, публиковать. Всем большое спасибо за участие. Присоединяйтесь к нашему проекту, увековечьте ваших прадедов и родственников. Спасибо.